«Голубые каски» – это 50 фотографий фотокорреспондента Владимира Попова, который освещал миротворческую миссию все 14 лет, с 1994 по 2008 год. Выставка – это первое событие в череде намеченных Союзом журналистов Абхазии по освещению деятельности миротворческой миссии в республике. И мы с сегодняшнего дня, с этой выставки, заявляем о большом проекте, о цифровизации всего видео, о цифровизации всего фото, о систематизации всего этого архива. При этом я еще со своей командой работаю над созданием фильма о миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта. И надеюсь, что вот к следующей дате, 31-й годовщине, мы успеем презентовать два больших фильма о миротворческой операции. Автор всех этих фотографий Владимир Попов. В качестве фотокора «Красной звезды» он сопровождал миротворцев практически всюду. Он сумел запечатлеть не только голубые каски и то, какие задачи они выполняли, но и людей в них, их лица, настроение и то, как воспринимали миротворцев жители Абхазии. Спасибо вам за то, что вы пришли и глядите, смотрите и, может быть, и любуетесь на эти русские лица, которые нам они после войны, какие мы, это был свет в этом царстве, да, порой темном. Эти лица были солдат, голубых касок. Это вообще было здорово. И была надежда на будущее. Надо держать эту марку русского человека и сегодня. Спасибо. Голубые каски ассоциировались с безопасностью и миром, даже несмотря на то, что у восточной границы было неспокойно аж до 2008 года. И мирные жители, и абхазские военные знали, что миротворцы свою миссию нести будут добросовестно, даже если вопрос будет касаться их карьеры. Люди, которые рисковали своими погонами, это вот Павел Несторович Кузьмичак, который не допустил повторную агрессию со стороны Грузии в Гальском районе, и он взял на себя ответственность круговая оборона и десантники московские, которые являются резервными войсками президента России. Был приказ круговая оборона, и Павел Несторович это сделал, за это он лишился своих погонов, и молодой, сколько ему было лет, наверное, 40 тогда, и он остался, как говорится, но он герой. И все вот эти миротворцы, которые были здесь, кроме одного, они награждены все орденами Московского патриарха. По словам министра иностранных дел Сергея Шамба, российские миротворцы предотвратили грузинскую агрессию в 1998 году, когда была еще одна попытка атаки на Абхазию. Можно сказать, что эта миссия миротворческая тогда спасла наш народ от новой агрессии. Мы знаем, что и события, которые произошли в мае, это было 98-го, да, года, когда новая попытка была, та самая провокационная совершена, и действия вот этих террористических диверсионных отрядов грузинских, которые нанесли много бед нашей стране и нашим гражданам, в том числе и миротворцам. Все это было бы гораздо в больших масштабах, конечно, если бы не было такой защиты у нас в лице миротворческих сил Российской Федерации. Как рассказывает Гарри Купалба, замминистра обороны тех лет, при поддержке миротворцев проходил переговорный процесс на самом высоком уровне. У абхазской стороны была возможность напрямую вести диалог с противником. Был такой переговорный процесс, четырехсторонние встречи в Гальском районе. И вот на этих четырехсторонних встречах была возможность выразить мнение абхазской стороны, скажем, выявить какие-то недостатки в работе, они всегда могли быть. И кроме того, вот имея какую-то оперативную информацию, мы имели возможность выезжать даже на сопредельную сторону, скажем, в Зугдитский район и на территорию, которая была подконтрольна на тот период времени, верхнюю часть Кадорского ущелья. Один из первых министров обороны Сосналиев Султан Асламбекович вылетал вот с небольшой группой офицеров абхазских в Кадорское ущелье, когда в 1994 году еще
рассматривали вопрос ход выполнения Московского соглашения. С грузинской стороны фактически присутствовали чуть ли не первые лица государства, в том числе небезызвестный Джаба Яселяни. Когда миротворцы несут потери, то миссия сворачивается. Но в Абхазии миротворческие силы СНГ, которые состояли из российского контингента, продолжили защищать мирное население и после потери 117 миротворцев, рассказал в своем выступлении посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Коллективные силы стран СНГ формировались исключительно за счет русских военнослужащих, за счет россиян. И уже упоминалось здесь, что 117 из них погибли, защищая свободу, независимость, суверенитет Абхазии, защищая мирных граждан. Для миротворцев это исключительный случай. Миротворцы в таком количестве не гибнут. Как только гибнут миротворцы, миротворческие войска выводят. Но россияне стояли до конца и отстояли, и выполнили полностью свой долг. Выставка «Голубые каски» передвижная. 4 ноября ее планируется провести в городе Гал. Также все 50 фото вывезут в Сочи. Эти снимки – лишь малая часть эпизодов, попавших в объективы камер. Огромный архив данных, фото и видео будет оцифрован и издан. Цель – сохранить память и историческую правду о миссии российских миротворцев в Абхазии. Марьяна Котова, Сасрык Багухава, Абаза ТВ.